Иди сюда. Чекан найди. Чекан — это значит наш вот эти вот пробивные. О, вот это вот. Ого. Это основной. Этот зажимный возьми. Плоскопчи. Вот этим будем прошивать металл на горячую. Осторожно, здесь не помешает. Это да. Давай, 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 давай. Не делали, я по-русски буду делать. Никогда не делали топоры с кривыми ручками. Кривыми ручками делались для столярных, плотницких работ, чтобы удобно было. А боевой топор — это боевой топор. Сломалось топорище, сорвал ветку, воткнул ее, опять руби. Чем отличались голландские боевые топорики? Они были маленькие, небольшие. В основном сзади с натыльником, круглым там или квадратным, или клевцом. Клевец для пробивания кирасы там или шлема. Неправильно, когда вот при таком нагреве разбрызгивается металл. Это значит сгоревший уже металл. Давай. Ты вложи туда, где тебе потом легко будет вытаскивать. А ты засовываешь, засыпаешь, ты уже не знаешь, где он находится. Как ни парадоксально, чем больше сюда ходят учеников, тем слабее они начинают заниматься этим делом. Под впечатлением приходят, вот увидят, что я сделал уже. Ой, я тоже хочу. Начали делать, хватает человека минут на 15. Когда он поймет, что это трудно делать, что там стараться, что-то корпеть надо, он начинает в себе, вот еще так, хорохориться, мол, я буду, но внутри уже все, спекся фраер. Для меня это удовольствие. Вот бывает такое, даже вот спишь, и вот во сне, я в 3 часа ночи просыпаюсь, и мне что-то в башке мелькнуло, надо встать и пойти работать. Бывало такое, что я в 3 часа ночи прихожу. В 6 или в 7 лет я первый раз сделал свой первый допотопный ножик, но он мне нравился. Потом бабка моя, я какой-то рельсу нашел, там лупил по ней, короче говоря, какие-то железки, и мне бабушка говорит: неправильно бьешь, делай вот так. Она мне уже показала, вот это делай так. Бабушка, давай вытаскивай. Выровняй. Хорошо разогрей, насыпь туда этого. Именно эту часть. Самая сложная часть в этом, так сказать, процессе работы — сделать отверстие. Чтобы не просто раздвинуть его, а выбить шпинек. Это у меня моя тактика такая. У каждого кузнеца своя тактика изготовления какого-нибудь там, не знаю, изделия там, или топора, или ножа, или там, не знаю, шашки. Но мне вот странно бывает, когда говорят, вот голландская рубка. Вот чем она отличается от запорожской? Что, они не так рубят? Или вот от испанской? Точно такая же рубка, видимо, надо же назвать голландская. Я, конечно, приверженец, так сказать, наших традиций. Но когда говорят умные вещи, но с глупым содержанием, то непонятно будет. Стань так, чтобы мне было удобно. Огонь. Когда дойдет, смотри, до определенного момента, я его вытащу, сразу перевернешь, чтобы я сразу его ударил, чтобы оттуда чопик вылетел. Понял? Приходит мне заказчик один и говорит: ну, большой такой, даже в длине меня, там, за 1,90 м, вот такой. И мне говорит: сделай, с егорским таким прононсом, сделай мне кинжал.
Я говорю, какой? Он говорит, вот такой. И я аж в душе, мне так хорошо стало. Думаю, ничего себе, ну по себе доделать кинжал. Я говорю, ну хорошо, сделаю. Я говорю, покажи мне свою руку. Он говорит, зачем? Я говорю, ну чтобы размер сделать. Он говорит, а это не мне. А кому? Ну другому, моему другу. А он говорит, какой? А он говорит, вот такой. Вот такой кинжал, вот такому. Я говорю, да, кому что не хватает. Вытаскивай давай. Хватает. Ну-ка. А ну переверни. Ага. Еще давай. Разогревай. Многие говорят, в процессе ковки я уже знаю, что делать. Я уже до того, как подошел, знаю, что делать надо. Нельзя под руку. Вот болтливель вот этого вот чемодана, я не знаю. Но когда я работаю, он знает, что заболтался, получил. Все, чопики выпали. Отверстие мы прошли. Вот оно. Ага. Теперь под вот таким углом мы чуть-чуть выровняем. Вот так вот. Когда делаешь подкову, ты же ее квадратно не сделаешь. Значит, вот это вот, любые завитушки на это можно отбивать. Вот эти углы скошенные. Не всегда нужен вот такой размер. Нужны маленький, потому и здесь идет все на сужение. Это универсальное. Вот эти бока, все это используется. Ее полностью надо мне разогреть, потому что смотри, когда ты одну деталь разогреваешь с одной стороны сильнее, с другой стороны слабее. Она начинает, когда ты пробиваешь, то жар уходит там, где послабее. Вот ее полностью разогреть, чтобы и некуда было. Где хороший? С одной стороны, видишь, темнее. Давай ложи. От угла до угла. Вот так. Раз, потом сюда. Два. Раз, два. Отпусти. Туда. По кругу. Вот так крути. Еще. Хватает. Нагрей хорошо, говорю, чтобы ярко-желтый был. А ты мне ярко-малиновый показываешь. Марик прикололся хорошим топором, он вкладыша не делает. Он делает топор, разрезает его и внутрь вставляет высокоуглеродистую сталь. И я тебе говорю, знаешь, что так хитро делает? И колун, и топор одновременно. Такого никто не делал. Я вот смотрел, короче, так вот. Сперва я его не понял, а потом раз посмотрел, так нормально. Ну, честно сказать, мне скучно здесь без него. Вот так вот. Раз. Курдолагона показать? Это вот делается типа плотницкого тоже русского. Вот это вот я хотел делать с большим таким ободком, бородкой. Тоже будет сделано. А сейчас мы сделаем маленький наш голландский. Один пришел ко мне, умный наш острый. Сделай мне ножик. Я говорю, какой тебе ножик? Он говорит, чтоб гвозди рубил, чтоб металл рубил. Я про себя думаю, нож должен для чего? Хлеб резать, мясо там. Я говорю, тебе точно надо, чтобы гвозди рубил? Да. Он говорит, хорошо, а когда прийти? Я говорю, завтра. И он приходит завтра, и я ему дарю очень красивое зубило. Я сделал зубило. Я говорю, смотри, как он гвозди рубит, смотри, как он железо рубит. Держи. Он говорит, а ножик? Я говорю, вот твой ножик. Ты мне пришел, сказал, да, у магашки кушартканым, там, вязалканым, я бы тебе сделал, говоришь, но ты мне сказал гвозди рубить и железо рубить. Значит, зубило.
Опять в огонь. И еще раз меня вот так позовешь таким нагревом, получишь в лоб. Ярко-желтый. Вот вам чисто боевой топорик. Это вот сейчас черновая работа. Но я сейчас буду уже так отбивать его, чтобы он более-менее выровнялся. А потом уже наточили форму так вот конечный доводить. Потом уже обработка идет болгаркой там, ну. Раньше это делалось напильником, но так как раньше болгарки не было, делали напильником. Но сейчас болгарка есть. И хорошо. Вот у каждой конфигурации этого топорика свое предназначение. Вот смотри, вот в одной руке топор, в другой меч, например. Как за щит залезть? Не залезешь, правильно? Вот этот скос, я так думаю, я не говорю, что это точно. Вот этот скос зацепил за щит, откинул щит и по башке дал ему мечом. Я бы сделал так. У них еще сильнее было загнуто, пузо такое выглядывало. Для чего? Чтобы не застревало. Если вот угол, он может застрять где-то там в кольчуге или не знаю, в керасе. А делалось так, чтобы надо не застревало. Все для того, чтобы быстро реагировать. Кстати, сокрушительнее, чем у топора, у меча нет такого удара. У топора сильнее намного. Так, здесь, я думаю, мы закончили. Здесь мы закончили. Идемте. Быстро сделал топор. А? Это вам так кажется. Я старался. Кстати, этот боевой топорик, он не был так заточен, чтобы там, знаешь, резал что-то там. Он был такой полузубильный, чтобы просто бум, проломил, короче говоря. Больше конфигурации имела, этот, ну, большего значения. Вот эта часть, она более так вот вперед выступает. При ударе он проникает, хорошо проникает. А когда проникает, соответственно, короче говоря, может быть даже не смертельно, но противник в шоке бывает. Ай-яй-яй, меня попали, меня пробили. В клубу кинопутешествий услышал, что вот такие топорики больше никто не делает, кроме как гуцульские какие-то мастера. Гуцулы. Я говорю, сделаю. И первый свой топорик я сделал в 12 лет. Вот такой. У меня, я бы сейчас при вас сделал вот одну вещь, чтобы здесь руны нанес бы, голландские. Вот так вот, да, нарисовал бы. Я совершенно случайно узнал новый метод, как травить по металлу. Ну, случайно у меня получилось, и получилось так нормально. Но когда кислота холодная, то она, ну, не показывает себя нормально. И все. Зашлифовать, полирнуть его, короче, эти руны дать. Ну, это уже такой будет, ну, типа декоративного, но он не декоративный, он свои функции выполняет, там, ветку срубить, что-нибудь там это. То я же не буду вместе с ним бегать за кем-то, каким-то воином. Надо такого же найти, как я, чтобы схлестнуться с ним. С топорами и мечами. Вот медь вытащить. Дай какую-нибудь палку насажу сюда, и я с топором буду.